был вопрос, значит, вот когда был Норд-Ост, и, значит, попытка, значит, вот как бы спасти людей. Вот у нас был такой разговор. В 2004 году так получилось, что я оказался просто одним из там звеньев при попытке спасти заложников Беслана. К сожалению, наши усилия, те, кто занимался на связи между Масхадовым и Путиным, когда Масхадов предложил Я никогда не знал о вашем участии в этой истории. Когда Масхадов предложил свои услуги по спасению заложников, просил лишь обеспечить ему коридор безопасности для входа в Беслан и для выхода из Беслана. Ему не было дано этого, значит, и через сутки Масхадов тогда сказал, что ему не нужен коридор безопасности для выхода из Беслана, только просил вход для того, чтобы он смог спасти детей, и готов был отдать себя либо в руки силовиков, либо, значит, пожертвовать собой, но спасти этих детей. Ответом ему было тоже нет. И тогда последнее его сообщение было: независимо от этого, я все равно направляюсь в Беслан, даже если мне не дают коридора, я попытаюсь сам пробиться и спасти детей. Но как только поступила эта информация, то там через час или через два, значит, федеральные войска начали штурм Беслана, видимо, и опасаясь того, что придет Масхадов и спасет людей. Вот. И вот поскольку это было не в стороне, я был непосредственным участником этих переговоров, кто какую позицию при этом занимал, какое предложение давал Масхадов, какой ответ давал Путин, это было все при мне, поэтому после этого, и после особенно того, что произошло 3 сентября с убийством, массовым убийством заложников, после этого я принял решение и, собственно, сразу же подал прошение о выходе из позиции Шерпы, личного представителя российского президента в группе 8. Вот. И несмотря на то, что Путин тогда как бы сделал вид, что не услышал это или не понял, и как бы, так сказать, я принял такое решение, базируясь на эмоциях, через некоторое время пройдет, я сказал, я возвращаться на эту позицию не буду по как раз морально-политическим соображениям. Ну и затем было еще несколько историй, когда я, несмотря на то, что это не являлось моим непосредственно, не входило в портфель моих обязанностей, тем не менее, по некоторым вопросам я, политическим вопросам, вот, считал возможным и необходимым вмешиваться и обращался к Путину. По некоторым вопросам, я должен сказать, по некоторым вопросам он вмешивался и даже там с некоторым позитивным вкладом. Но вот ключевые такие вещи, как Беслан, это является совершенно для меня неприемлемым. По поводу Беслана, это, во-первых, конечно, просто потрясающее совершенно откровение, то, что вы сейчас рассказали, полностью уже из первых уст подтвердив истину о том, что Масхадов был готов участвовать в спасении этих заложников, и ему было трижды, насколько я понимаю, сказано «нет». Да, тут просто у меня даже возникает такая внутренняя некоторая пауза. Но так как паузы... Вы знаете, все-таки вот, пользуясь случаем, поскольку у нас наше внимание в стране сейчас довольно много привлечено к некоторым другим как бы звукам, доносящимся из Чечни, все-таки какая разница между вот этим бывшим полковником советской армии Асланом Масхадовым и, так сказать, нынешними бандитами? Как угодно можно относиться там, к его там, взглядам и так далее, но с точки зрения морали, с точки зрения принципов, с точки зрения вот, отношения к жизням людей, это, конечно, образец, вызывающий глубокое уважение кого бы то ни было. И смерть свою он принял в высшей степени достойно, как солдат и как боец.